الله أكبر الله أكبر. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد. Аллах Всевышний сотворил своих рабов слабыми и нуждающимися. Каждый день от самого рождения до самой смерти человек нуждается в чем-то. В еде, в жилье, в одежде, в семье, в работе, в знаниях. Вся наша жизнь полна нужды. Но Аллах Субханаху ва Тааля нам поведал путь, как достичь тех вещей, в которых мы нуждаемся. Это дуа. Это просить у Него. Как Он в Коране сказал: «Вакаля раббукум уд'уни астаджиб лакум». И сказал ваш Господь: просите у меня, и я вам дам. Я вам отвечу, Он сказал. Дуа – это великое поклонение. Дуа – это меч, оружие мусульманина. Дуа, мольба, через которую Аллах Субхану ва Тааля бедного обогатит, богатого благословит, больного исцелит, нуждающемуся даст то, в чем он нуждается, потерянное возвратит. Что бы у Аллаха ни просили, какая бы нужда ни была, Аллах Субхану ва Тааля на все отвечает. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Аллах, Он щедрый и стеснительный. И стесняется Он вернуть просящие руки пустыми. Когда раб, поднимая руки, просит у Аллаха свою нужду, Аллах стесняется опускать эти руки ни с чем. И Аллах, Субхану ва Тааля, сколько бы у него ни просили, его богатство не уменьшается. Поэтому не надо стесняться, не надо бояться того, что Аллах, Субхану ва Тааля, не ответит, не даст, или видеть свою нужду, свою просьбу какой-то маленькой. Нет. Надо каждую нужду у Аллаха, Субхану ва Тааля, просить, потому что сколько бы у Аллаха ни просили, Он дает, и за каждую просьбу Он сильнее начинает любить просящего. Если человек, когда у него просят, он гневается, он не любит этого, чем больше у человека просишь, да, тем сильнее он начинает уже уставать от этого, начинает гневаться. А Аллах Субхану ва Тааля, нет никого подобного Ему. Он наоборот, когда просишь у Него, Он радуется. Он любит, когда просит. А когда не просит, наоборот, Аллах Субхану ва Тааля гневается. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, тот, кто не просит у Аллаха, то будет разгневан на него Аллах. И он научил просить каждую вещь. Не видеть ничто, свою просьбу, свою нужду никчемной. Даже, говорит, просите, если у вас шнурок от сандалий порвался, даже это просите у Аллаха. Такая никчемная вещь. Даже это, говорит, просите у Аллаха, чтобы Он вам облегчил это, чтобы Он вам вернул, возместил это. Потому что дуа, мольба – это наивысшая степень проявления набожности и рабства перед Всевышним. Потому что когда вы просишь, когда, подняв руки, обращаешься к Аллаху, ты тем самым проявляешь и показываешь свою нужду, свою слабость перед Аллахом Субхану ва Тааля. Ты говоришь: о Аллах, я перед Тобой, я бедный, и я нуждаюсь в Твоей поддержке, в Твоей помощи. Я Твой раб, Ты мой Господь, окажи же мне свою поддержку. И каждая мелкая мольба, маленькая даже вещь, которую мы просим, это и есть проявление набожности перед Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля. Так просите же у Аллаха большое и малое, и Аллах Субхану ва Тааля непременно ответит на наши мольбы. الله أكبر الله